Продолжается досудебное производство по факту незаконного освобождения Азиза Батукаева. 23 апреля 2019 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики поручено было Следственной службе МВД Кыргызской Республики организация досудебного производства уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре преступлений и проступков по признакам преступления, предусмотренного статьей 319, часть 1 «Коррупция» Уголовного кодекса Кыргызской Республики по факту незаконного освобождения из мест лишения свободы Азиза Батукаева. В ходе расследования уголовного дела установлена прямая причастность Атамбаева к незаконному освобождению Азиза Батукаева. Согласно материалам уголовного дела, по прямому указанию Атамбаева путем выставления подложного диагноза о тяжелой болезни было организовано незаконное освобождение Азиза Батукаева. Представителям Атамбаева по его месту проживания, село Гойташ Аламединского района, были поручены по последовательности 3 повестки на вызов в Следственную службу МВД Кыргызской Республики для производства допроса по обстоятельствам незаконного освобождения из мест лишения свободы Азиза Батукаева. Однако Атамбаев на неоднократные вызовы на допрос без уважительных причин не является. В соответствии со статьей 121 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, в случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель могут быть по мотивированному постановлению следователя или судьи подвергнуты принудительному доставлению. В связи с чем данная норма статьи Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики распространена на всех участников досудебного производства. Ночью сотрудники милиции покинули село Гойташ во избежание дальнейших столкновений с гражданами. Следует отметить, что со стороны правоохранительных органов не применялось огнестрельное оружие в отношении граждан. Оружие применялось и со стороны дома Атамбаева. Органы внутренних дел в настоящее время продолжают работать в штатном режиме и обеспечивают общественную безопасность граждан. В настоящее время обстановка стабильная и находится под контролем милиции. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики обращается к гражданам: не поддавайтесь на провокации и не распространяйте провокационные материалы. По факту погибшего спецназовца и пострадавших сотрудников правоохранительных органов начато досудебное производство. 7 августа 2019 года примерно в 21:00 часов на территории резиденции, расположенного в селе Гойташ Аламединского района, сторонники Атамбаева организовали массовые беспорядки, где оказали вооруженное сопротивление в отношении сотрудников ГКМБ Кыргызской Республики и сотрудников милиции. В результате 2 сотрудника спецназа получили пулевые огнестрельные ранения, где один из них при доставлении в больницу, не приходя в сознание, скончался от полученных ран, несовместимых с жизнью. Второй находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также один сотрудник милиции находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Данные факты были зарегистрированы в едином реестре преступлений и проступков. По признакам преступлений, предусмотренных статьями 130 «Убийство» и 39-130 «Покушение на убийство» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. По судебным производствам проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Следует отметить, что со стороны правоохранительных органов в отношении граждан не применялось огнестрельное оружие. Оружие применялось со стороны дома Атамбаева.